Меня зовут Наста Базар. Сразу вопрос про идентификацию, да, кто я. В первую очередь, я самостоятельная мама 2 хомскульных детей. По, скажем так, роду деятельности я организаторка мероприятий, активистка. И благодаря карантину я поняла, что все-таки моя деятельность вся была связана и есть с людьми, с непосредственным общением, с организацией их и так далее. До карантина, с конца января я уже была без работы, я ушла с одной работы и так и не успела найти другую. Все мои надежды на лето, на мероприятия, которые я хотела делать, они пока висят, конференцию по альтернативному образованию и так далее. Что-то будет. Но сейчас, да, в этом плане надо как-то переквалифицироваться во что-то. Я еще активистка, я очень по мере силы и возможности поддерживаю всякие наши общественные организации, помогаю, чем могу, либо, опять-таки, в мероприятиях, либо в участии, либо в сборе вещей. Сейчас тоже это все на таком немножко на паузе, Очень из таких интересов, которые перетекают в работу и обратно, это гендерно-нейтральное воспитание, о котором я люблю рассказывать, потому что я считаю, что все-таки это более правильный подход к воспитанию детей. И альтернативное образование, поскольку я и не водила детей в школу, поэтому в этом плане как раз карантин нам даже в плюсы пошел. Как говорила, да, я делала уже 2 конференции по альтернативному образованию, планировала сейчас 3-ю и думаю по поводу онлайн. Что касается, где мы живем в 20 километров от Минска, мы живем в деревне. И, конечно, в этом плане это тоже плюс для самоизоляции, потому что можно выйти на улицу, есть что поделать. Мы живем с собаками, с кошками, с детьми. И с Герберой. Хомяк. Я все время забываю про хомяка, потому что хомяка купила дочь сама, и сама за ней за хомячкой этой следит, и я даже про нее забываю. Да. Еще у нас есть хомячеса. Хомяк Гербера. 20 километров от Минска, и за неимением машины и прав оказалось, что не ездить в Минск так часто даже намного удобнее. Я поняла, что я очень часто ездила в город, особенно с детьми на занятия, и это очень сложно. Это вопрос, что есть, в принципе, активизм, да, потому что, мне кажется, для меня подход самый правильный, это, да, как начать заниматься активизмом, начни с себя. И если говорить про себя, то, в принципе, я понимаю, что какие-то нестандартные взгляды я транслировала очень давно, и, это можно не оформить в активизм, и вообще, мне кажется, тема материнство только недавно появилось как-то в активизме, но тем не менее теми же домашними родами, грудным вскармливанием, естественным родительством, сном совместным и так далее, в какой-то степени я тоже занималась активизмом, тем, что я об этом рассказывала, абсолютно не советую ни в коем случае, а просто делясь информацией. Я понимаю, что после первых родов, после Милки, которые завтра как раз-таки 11 лет назад это было, после этого я лично знаю, наверное, 27 детей, которые были рождены дома. Просто потому что люди увидели, что это реально, узнали как и так далее. То есть опять, говорю, что это ни в коем случае не про то, что давайте и вы так, а для меня здесь важна возможность выбора. И поэтому можно сказать, что это уже был какой-то такой активизм. Я пошла потом закончила курсы консультантки по грудному вскармливанию, потому что мне было интересно рассказывать об этом, тоже помогать женщинам. А впоследствии уже тогда я поняла, что недостаточно есть у нас все-таки мероприятий для родителей с детьми. И когда еще были совсем маленькие дети, я делала такие мероприятия «Базарчик». У меня фамилия Базар, и с этого «Базарчик». И моя идея была соединить музыку, спектакль и мастер-классы, например. В идеале я хотела это делать на белорусском, потому что я разговариваю с детьми на белорусском. На тот момент недостаточно еще было всего в Минске на белорусском, и спектаклей сейчас уже всего много. Из этого проекта вышел проект «Бусы». Это проект семейного досуга, теперь они называются «Бэби-театр». Аня Шапошникова и я мы сделали, и, собственно, я через 1,5 года ушла, она продолжила, и достаточно успешный проект. Теперь они, продолжают то, что мы начали, но идея была как раз-таки, чтобы могли прийти родители с детьми и побыть в одном пространстве, и вместе получать удовольствие. Не я привела ребенка куда-то и сижу, пока ребенок кайфует, а я тоже что-то интересное получаю, узнаю и так далее. И на самом деле это тоже для меня немножко про активизм, потому что это про те темы, на которые особо не говорили, которым мало уделяли внимания. И, собственно, из этого вышел мой такой, хочется сказать, недобизнес, потому что, конечно, на тот момент я теперь понимаю, что моих знаний в бизнесе
бизнесе вообще было мало, но, тем не менее, это был тайм-клуб «Семейный дворик», это коворкинг для родителей с детьми, и эта идея была та же самая. Вывести женщин с маленькими детьми из вот этой изоляции, потому что все эти мемчики, которые там, что вам скучно, вы не можете выйти на карантине далеко, там, поздравляю, теперь вы знаете, как себя чувствует мама в декрете. И это правда. Ну, к сожалению, это правда. И многие там мои знакомые мамы в декрете говорят, что так, а мне, наоборот, лучше в карантине, потому что теперь я могу смотреть там онлайн всякие вебинары, семинары, конференции, оперы и так далее. А когда я просто в декрете, я этого всего не могла. Поэтому мне очень важно было как-то менять вот эту штуку. Вот. Ну и там уже пошло обрастать. Достаточно близка я с Радиславой, общественной организацией. Вот когда был дворик, все время собирала для них вещи. И, собственно, до сих пор это заканчивается. И людям не лень ехать 20 километров сюда, чтобы привезти сюда вещи, чтобы потом отсюда как-то их везти в убежище. Вот. Ну и вот таким образом, да. И все, кто как-то вот в смежных темах интересных для меня, и, в принципе, мне очень интересна тема социального предпринимательства. Вот тот же Social Weekend, хакатон, женское предпринимательство с социальным акцентом, я проходила обучение. Оттуда тоже очень много контактов классных, которые впоследствии там открывают свои какие-то проекты. Ну и, конечно, мы друг друга поддерживаем. Да, весна и лето. Ну вот последняя моя работа была такая, как я говорю, в моей жизни такая, наверное, первая настоящая работа. Ну, в плане, что я работала на кого-то, а не сама, потому что все-таки это разные вещи. Я была организаторкой программы, мероприятий инфолагеря. Это такой достаточно крупный классный лагерь для детей от 7 до, по-моему, 16 лет. Ну, даже 17 у нас были в пару смен. Вот, я сделала 4 смены и как бы прокачалась. В очередной раз поняла, что я все-таки организация мероприятий и программ для меня это вот просто мое, я готова этим жить. А еще и работа с детьми, а тем более с подростками, это просто. На последних уже сменах я вела для подростков тренинги там, по эмоциональному интеллекту и про ассертивность. Вот, и поэтому, да, я рассчитывала на это лето, как минимум, это делать мероприятия, это сделать конференцию по альтернативному образованию, это вот вписаться в какие-либо лагеря. В прошлом году мы сделали с коллежанками фемлагерь, и в этом году мы тоже очень хотим в конце августа. Пока что на него у нас нет финансов, и еще одна инициатива – это фестиваль самозаботы, и вот мы делали вечеринку такую благотворительную, на которой собирали деньги на фестиваль самозаботы и на Радиславу. И вот мы сделали одну, и, в принципе, набрали нормально там... То есть мы понимали, что если мы будем делать такие вечеринки раз в 2-3 месяца, то, в принципе, мы наберем там и на второй фестиваль самозаботы, и частично на фемлагерь. Но вот сейчас это все, получается, как бы нет. Ну, вот поскольку, да, я говорю, что мои дети хомскулили и хомскулят, то есть они не ходят в школу, я возила их 3 раза в неделю. У нас такой был график, чтобы не каждый день. Это было... Сейчас я понимаю, что это было очень сложно без машины делать. Вот. Но когда была, собственно, работа такая, даже очень хорошая, то назад мы ездили часто даже на такси из города. Вот. И 3 раза в неделю это было. То есть 3 раза в неделю я планировала им так занятия, чтобы все, что у нас есть в городе, это было понедельник, среда, пятница. Соответственно, вторник, четверг был либо мои дни, которые, ну, если мы говорим про осень, например, когда я еще работала, то я старалась чаще приезжать в офис без детей, чтобы поработать. И как раз-таки, да, про самоизоляцию, ну, стало понятно, что все уходят на самоизоляцию, ну, и педагоги тоже. И вот уже, наверное, 2 месяца дети дома. Очень быстро все, естественно, перешли на онлайн, занятия онлайн. Соответственно, ну, у меня потребности ездить в город нет, поскольку работу я так не успела найти, такую офлайновскую. Вот. И сейчас, на самом деле, я выезжаю, наверное, раз в неделю. Была вот, да, еще один проект был, мы записали с коллежанкой, которая организовывала тоже конференции по семейному образованию. Мы с ней записали вебинары на тему с образованием наедине, потому что сейчас это очень актуальная тема, люди не понимают, что делать с детьми, а, собственно, мы так и как бы уже жили, поэтому есть чем поделиться. И мы записали вебинары, вот мне надо было поездить на эти вебинары, это было там 2 недели, 2 раза в неделю. А так, в принципе, я выезжаю раз в неделю в город. Ну и да, я еще считаю, что очень важно говорить о том, что очень важно все-таки следить не только за своим физическим состоянием, но и за ментальным. И я понимаю, что, ну, как бы выжить карантин, физически уцелеть, но поехать кукухой – это тоже не вариант. Поэтому я все-таки за то, чтобы встречаться периодически с кем-то. Вот я говорила, что мы брали 3 племянников к себе на неделю, таких же самоизолированных. И как бы с ними здесь, то есть был график, мы учились полдня мы тусовались.
Вот. И периодически вот к нам приезжают такие люди, которые тоже сидят в самоизоляции, потому что я понимаю, что, ну, детям скучно, конечно. С точки зрения образования это стало, наоборот, очень удобно, потому что сразу педагог перешла на ежедневное занятие, и это вырисовалось в такую классную структуру, что мы каждое утро садимся в 10 утра, занимаемся до часу дня, а с часу дня как бы у вас тусовочное время, вы тусуетесь, и мама занята своими делами. Вот, и, ну, меня это, наоборот, очень структурировало, плюс вот старшая, вторник, четверг у нее рисование, и я очень прошу эту учительницу, которая преподает, это моя знакомая, я говорю, пожалуйста, оставь это, когда не будет карантина, потому что я понимаю, что, например, 2 раза в неделю еще плюс ехать ради 1 часа рисования я точно не поеду. Ну, добираться до города в среднем 1,5 часа мне выходит без машины. Ну, и типа на 1 час я не поеду, каждый день в город я тоже не буду ездить. Онлайн, вот этот формат ей очень заходит, именно рисование, и я понимаю, что какие-то штуки мы можем посмотреть, что они работают, и они даже не менее эффективно работают, и использовать их после карантина. Я бы сказала, что появилось больше структуры вот благодаря как раз урокам, да, потому что когда мы выезжали, то все, это день посвящен только выезду в город. То есть мы с утра просто ждем, вот, готовимся морально к этому выезду, да, там вечером мы приезжаем там с языком на бороде иногда, вот. И, соответственно, вторник, четверг это были такие дни, которые, ну, типа просто валяйся не хочу, и это тоже не совсем окей. Я очень несистемная по себе сама человек, и я всегда знала, что в этом зарыто что-то хорошее, но вот не могла к этому дойти. И вот сейчас, честно, я прихожу к тому, что все-таки это нужно, это того стоит. И вот эта идея, что есть будние дни и выходные, это очень важно. То есть вот эти передышки, это может быть 5 будних дней, 2 выходных, это может быть вторник, четверг, ну там суббота, воскресенье мы, например, там занимаемся чем-то, да. Но вот это вот переключение мозга, и даже особенно вот сейчас в этой ситуации там поиска работы, паники, да, там что делать, я понимаю, что вот эти 2 дня это просто как островок, когда я, ну, заставляю себя не думать ни о чем, я просто отдыхаю, занимаюсь только домом и отдыхом, и все, суббота, воскресенье. Поэтому мне, ну, сейчас даже намного комфортней. Вот, я не знаю, как мы вернемся потом ко всему этому, потому что, ну, я поняла сейчас, что я очень много сил тратила на эти поездки. Конечно, это вопрос машины и прав, ну, прав, в первую очередь, у меня прав нет, я никак не сдам, вот, но даже с правами я понимаю, что очень много новых открытий, например, подтверждение еще той самой социализации. Это первый миф, который, да, есть в хомскулинге про социализацию, что как же социализация. Так вот, хомскулеры, как правило, чаще социализированы даже больше и лучше, потому что они чаще встречаются с новыми людьми. Им постоянно надо новые контакты создавать и постоянно, ну, как бы чувствовать людей, да, то есть вступать в коммуникацию, да. Это первое. Второе, ну, мне очень нравится, там на одной из встречи очень здорово было сказано, что, ну вот говорят, что школа – это школа жизни, да, но объективно, где в жизни у вас есть такая ситуация, где 11 лет подряд вы будете общаться только с людьми, которые на полгода старше либо младше вас. Ну, это не жизненная ситуация, да. И не говоря уже о том, что, да, безусловно, там происходит коммуникация, там есть свои там какие-то развития событий, динамики и так далее, но при этом все равно это вот типа 5 минут. Основная коммуникация у детей идет после школы, да, когда они гуляют на улице и так далее. И я поняла, что как раз-таки вот такой вариант, когда взять к себе там 3-4 на недельку, вот это социализация, что надо. Там всем тем же динамикам подвержены дети, те же ссоры, те же там кони через какое-то время, те же улаживания, выход из этой динамики. Поэтому для меня вот такой вариант социализации намного более эффективен. И я бы хотела и дальше так, и я об этом говорила часто, но вот даже эти племянники, они только сейчас решились так и попробовали, и они говорят, да, прикольно. Ну и я планирую там на лето там тоже как-нибудь на неделю их взять, то есть там условно раз в несколько месяцев брать на неделю к себе кого-то, и потом еще там по 4 дня. Ну, я уверена, что этого детям будет окей, но, безусловно, нам не хватает тусовок в плане просто поехать не ради обучения в город, а просто пообщаться. И да, Мила уже сказала, что, пожалуйста, давай съездим в город, хоть там просто постоять где-нибудь, потому что она не была там 2 месяца. И я понимаю, что мне этого тоже, конечно, не хватает. Я по делам была на днях на Октябрьской, и я подумала, что это, конечно, да, такая печаль, когда ты понимаешь, что, ну, ты своих знакомых не видишь очень долго, и, ну, только онлайн, и нет вот этого возможности этой встречи. Но, с другой стороны, для меня это очень классный такой фильтр, да, проверить, насколько на самом деле нужно вот то количество мероприятий, которые я посещала, насколько на самом деле нужно то количество участия в чем-либо, в чем я участвовала, особенно когда это бесплатно, и особенно когда это мое личное время. Поэтому для меня это такой очень хороший урок на проверочку, скажем так. Да, идея в выборе.
Хомскулинг, работа, офис, карантин, идея только в выборе. Для меня это самый главный вопрос. Принять решение. Если я принимаю решение, что мои дети ходят в школу, и я принимаю это, я согласна с этим, да, я понимаю, что, возможно, им там будет не так клево, как дома, я понимаю все, но я просто сажусь элементарно и просчитываю варианты, да, что будет, если они будут дома, что будет, если они будут ходить в школу и так далее. Если я понимаю, что мне не хватает ресурсов, или мне это не подходит, или у меня работа, которая мне нравится, или у меня самореализация, которая мне сейчас нужна, и я принимаю это решение, я уверена, что тогда будет гораздо все проще, и тогда найдутся ресурсы на то, чтобы поддержать ребенка, чтобы найти время с ним пообщаться или с ней и так далее. Но вот это вот отсутствие выбора, оно не отсутствие выбора, а непринятое решение, да, не поставить перед собой выбор. Вот в этом мне кажется, очень много туда сливается сил, когда там типа, я бы хомскулила, но я не могу, потому что у меня офис. Нет. Я не могу, я не хочу. Я принимаю решение, что мои дети ходят в школу. То же самое вот в моем случае, я принимаю решение, что мои дети не ходят в школу, они дома, но я понимаю, что из-за этого они очень много времени проводят со мной, что из-за этого у меня есть очень, на самом деле, классная такая причина слиться. И всегда сказать, я же дома с детьми, да, и я себя очень чекаю на это. И на самом деле это моя проблема, с которой я сейчас работаю, что, особенно сейчас в карантине мы такие, сколько у нас дел на участке можно сделать, класс, давай огородик замутим. И, все, это же можно целыми днями просто делать, а потом я такая, и когда я сяду опять за что-нибудь делать, с другой стороны, конечно, это немножко стрёмно, опять начинать какие-то проекты. То есть я очень много начинала проектов, и некоторые я сама не доводила до конца, и было бы хорошо как-то к ним вернуться, но на самом деле, я не получала того результата, на который я рассчитывала, и не говоря уже, про то, что вот все-таки, когда происходит факап, тогда очень сложно вернуться после этого, и я сейчас имею в виду, конечно, дворик, который пришлось закрыть, и я понимаю, что, я реально ищу просто работу наемную, чтобы просто мне дали кусок работы, я его сделала и получила зарплату, потому что делать от себя, это классно, там есть очень много плюшек, но опять вкладывать с нуля с надеждой, что через 2-3 месяца это что-то получится, даже обучаться чему-то новому. Я сейчас обучаюсь СММу, насколько это возможно. У меня сейчас нет денег даже на платные курсы, поэтому я шарю просто все, что есть бесплатно в интернете, и я понимаю, что этого тоже достаточно для старта, а потом уже можно, когда там заработаешь свои первые 90 евро, заплатить за курс, да, но тем не менее тут важно делать, да, и это опять про вопрос выбора, вот почему меня так долбануло, потому что я сама его, видимо, не сделала где-то. Поэтому, да, это вопрос только про принятые решения для меня. То же самое, как и карантин, да, я принимаю решение, что, как я говорю, да, это небезопасно встречаться с другими людьми, но объективно я там не иду в магазин в час пик, да, там я не езжу в транспорте в час пик, я ношу маску, я обрабатываю антисептиком руки, то есть я предпринимаю все те средства безопасности, все те меры безопасности, да, которые я могу. И тогда, просто стоит задать себе вопрос, а окей ли мне будет, если я там месяц не буду вообще ни с кем видеться и ни до кого не дотронусь. Я, например, супер тактильный человек, и я понимаю, что если бы у меня не было детей, я жила одна, однозначно, для меня бы точно это было бы очень плохо. Это было бы просто нельзя. Поэтому это не призыв к тому, что давайте тусоваться, да, и, конечно, когда уже там вовсю люди самоизолировались и переходили на онлайн, а я вижу, что там люди тусуются в барах, да, там еще в конце марта где-то, да, в начале апреля. У меня такое было немного, но, с другой стороны, вот сейчас как раз-таки я уже понимаю, потому что уже 2 месяца прошло, и я понимаю, что если мы все физически будем здоровы, но ментально нет, то это тоже будет не так себе, не окей. Поэтому для меня все-таки вопрос в взвешивании всех за и против, и в каком-то рациональном подходе, и в принятии решения. Потому что если я выйду в город, понимая, что я сейчас вообще сдохну, сидя дома, да, но при этом выйду в город с жутким чувством вины, стыда и страха, то, 90%, что со мной что-то случится, да, но если я понимаю, что, да, я выезжаю раз в неделю, потому что я все дела, которые мне надо сделать, я делаю в этот день, я собираю все дела, я выезжаю раз в неделю, я полностью делаю, что от себя зависит, и да, это вообще не отрицает того, что в последний момент, заходя в электричку, на меня может кто-нибудь кашлянуть. Я это понимаю, но это мое решение, и я за него несу ответственность. А мне кажется, что еще в этом плане карантин очень классную роль сыграл на поныть. Это такой супер легальный, мне кажется, способ просто ныть, злиться, ругаться, обвинять. Это самое классное, обвинять. И, на самом деле, я это просекла с темой хомскулинга, потому что пошел такой вал просто вопросов от людей, а как вообще, что делать?
И мы вот с коллежанкой такие: о, класс, наконец-то наша экспертность тоже полезна, класс, мы можем поделиться, мы готовы. Мы записали 4 вебинара, их купило 3 человека. Мы такие: что-то здесь не то. Там реклама, не реклама. Реклама хорошо настроена. Причем не сами, да, то есть тоже был выбор там самим записывать. Нет, пошли вот как бы на платформу, которая уже существует, у которой есть реклама, люди понимают, а не я там вручную что-то разбираюсь. И я в какой-то момент поняла, что людям не нужно решение. Людям нужно, чтобы сняли немножко с них ответственность, погладить их, поддержать, но большинство не хотят принимать решения. Я принимаю решение, что мне все равно, с какими оценками мой ребенок закончит этот класс. Ну, чего я хочу? Я хочу, чтобы ребенок знал или чтобы ребенок получил оценки. Да, там, или там, я, знаете, историю, я очень краем глаза там цепляюсь за какие-то такие посты, но тем не менее, там, что кто-то говорит, что там не будут оценивать 4-ю четверть. А как же, мы же учились. Так вам важна оценка или чтобы ребенок знал? То есть, когда начинаешь задавать такие прямые вопросы, да, или там, ну, когда вот я с племянниками делала домашнее задание, я в очередной раз убедилась в том, что все-таки мне эта система не подходит, потому что, ну, мои дети пишут на любых листах, любого размера цифры, потому что мне важно, чтобы они научились считать и писать, а потом мы это все сгруппируем в клеточки. Ну, когда я понимаю, что ребенку, в принципе, даже вот в 3 классе племянника, ему сложно писать, он не хочет это делать, и я понимаю, что вот этот лимит, насколько его хватит, он ограничен, а мне в этот лимит надо впихнуть еще, отсчитать клеточки, написать такое-то число классной работы и такое число домашней работы, но неужели это более важно, чем то, что он решит эти примеры сам и будет доволен, что он узнал, как этот пример решать? А лимит истрачен вот на написание вот этого, поэтому... Для меня это, короче, карантин тоже очень сильно показал про то, насколько нам, мне кажется, многим не хватает поддержки, и многим не хватает вот этого легального места позлиться, проявить эмоции, поныть. И насколько на самом деле очень часто, ну, как бы, либо мы на себя берем, либо на нас чрезмерная ответственность есть. И когда ее уже так много, то, ну, ты находишь способы просто ее сливать. Да, планы. Ну, вот как я говорила, я не могу сейчас планировать больше, чем на 3 дня. На самом деле, у меня самый большой сейчас план — это ближайшие как раз 3 дня, потому что день рождения, и мы хотим его отпраздновать, и сделать кучу всего, и приготовить еще сегодня торт. Но я вообще не представляю, насколько это может затянуться, честно. Ну, то есть я уже понимаю, что это точно, ну, не раньше, чем июль-август. Это уже как бы немало. Вот, поэтому мои планы, скорее, да, если говорить про себя, ну, мои планы все-таки обратить внимание больше на детей, потому что я поняла, что немножко от них развернулась, несмотря на то, что мы больше вместе. И как-то все-таки вывести старшую в город, найти какую-то машину, чтобы побыть, хотя бы покататься на роликах, потому что, ну, это тоже важно. Если говорить конкретно про меня, ну, я говорила, что у меня сейчас такая серьезная проработка, и я хочу, конечно, ее поскорее закончить, вне зависимости от карантина, потому что я понимаю, что это очень большой ступор в работе, когда с огромным количеством компетенций ты просто тупо не можешь найти им применение. Это очень печально. Вот, поэтому я хочу все-таки найти работу, потому что на самом деле для меня карантин — это не ограничение по работе, у меня был вопрос с этим и до этого. Конечно, когда, ну, это если вот про планы такие, да, наверное, и все. Я очень хочу в поход с семьей сходить, у нас есть палатка, и на самом деле, если это будет просто 2 остановки на электричке рядом, это тоже будет хорошо. Я бы очень-очень-очень мечтала съездить на Атлас-фестиваль в июле в Киев и послушать Эль-Джей, но это будет вот понятно только когда будет конец июня. Вот, если говорить про планы. Ну и на самом деле у меня большие планы на дом и участок, потому что мы хотим посадить огород, мы хотим тут много чего сделать еще. Вот, а что касается впоследствий, однозначно я считаю, что у меня улучшились отношения с близкими, они стали более глубокими, потому что так кажется, что у тебя есть всегда возможность, ты всегда позвонишь, созвонишься, там увидишься, и вот это увидишься, оно очень долго тянется, и на самом деле для меня такое, да, было еще шокирующее открытие. Ко мне приезжала подруга недавно, и мы не смогли встретиться осенью, мы хотели очень встретиться, у нас не получалось. Мы потом виделись на ее день рождения, ну, а день рождения не та история, когда хочется рассказывать о чем-то неприятном там, или тяжелом. И вот она приехала ко мне сейчас, и я узнала, что у нее летом, ну, было то, в чем ей бы нужна была поддержка. И я подумала, как? Ну, вот как я... Ну, то есть, с одной стороны, это ее вопрос, она не смогла запросить прямо вот онлайн, типа, мне нужно, конкретно мне нужно, да, а не давай встретимся. Но, с другой стороны, это и для меня вот такой знак, ну, типа, будь внимательней к близким.
Поэтому однозначно я это забираю с собой. Я однозначно забираю с собой вот оптимизацию обучения детей, потому что есть вещи, которые можно делать онлайн, и на самом деле сейчас я понимаю, что обучать детей не так страшно, это то, от чего я сама бежала, но то, во что я постепенно влажу, и это просто встраивается в жизнь, когда ты там везли нам хинкали, я говорю, ну вот привезет по 4 штуки, по сколько же сказала? 4. По 4 штуки, 20 штук. Я вот такая, ну по 4 штуки это не 20 штук, 20 штук это по 5 штук. Я такая, класс. Я такая, а ты же говорил, что ты не будешь, тогда мы можем разделить, а сколько это будет? Ну и типа, это вроде шутка, но это на самом деле математическая задача, да. И когда вот это встраиваешь в жизнь, и на каждом шагу это делаешь, что да, обучение становится в прикол и тебе самой. Поэтому, на самом деле, я поняла, что я возила детей больше ради коммуникации, чем ради обучения. Ну, ради обучения тоже, но это вполне реально самой. И это на самом деле намного меньше времени будет, чем там, тем более ходить в школу. Поэтому я хочу это забрать с собой, вот эту систематичность, в которую мы входим постепенно, оптимизацию того, что стоит ли столько ездить в город, даже если будет машина все равно. Однозначно надеюсь, что вот мои близкие, которые приезжали с детьми, увидят, что это того стоит и будут больше дать, потому что все люди разные. Я понимаю, что ну, там, ни моя сестра, ни моя подруга 5 детей неделю бы не выдержали, не потому что это, опять-таки, хуже-лучше, потому что просто мы разные по темпераменту, а мне кайф, потому что они заняты, и я свободна, ну, только готовить надо больше еды. Вот, поэтому вот это я заберу обязательно из карантина. Наверное, и в принципе, мне кажется, вся эта история, ну, как бы разные люди по-разному интерпретируют, да, там, что происходит. Кто-то говорит про заговоры, кто-то говорит про Вселенную, кто-то еще про что-то там, кто-то говорит про то, что там, не знаю, какая там эпоха, очередная эпоха, чего, рыб, водореев, чего там, ну, типа про то, что это эпоха возвращения к себе. И мне, не знаю, насколько это так, там, не буду говорить, что это случилось для того, чтобы мы все поняли, но мы можем это понять, мы на самом деле можем вернуться к себе намного больше. Мы можем развернуться и понять, чего мы хотим, кто мы есть на самом деле и куда нам дальше двигаться. И я надеюсь очень, что эта история нам в этом поможет. Но, конечно, желаю, чтобы она побыстрее закончилась и с меньшими потерями для всех.